В завершении выпуска в селе Старая Мурья Ленского района работает крестьянское хозяйство известного агрария-экспериментатора Юрия Эма. На севере он выращивает экзотические ягоды и овощи. В прошлом году ленчане ели местные арбузы и дыни. Что в этом году предложит фермер, узнала Елена Парыгина. Это знаменитое хозяйство Юрия М. Вот справа от меня уже выросла рассада кукурузы, а все это будущие ленские арбузы. А кроме арбузов и кукурузы, высадки ожидают дыни, баклажаны и перцы, морковь и свекла, кабачки, огурцы и помидоры. В этом году еще и зелень насеяли, укроп, петрушку и кинзу. Целых 1,5 гектара можно будет и насушить, и насолить на зиму. Хотели увеличить посевную площадь под картофель, но остановила цена на семенной сорт – 60 рублей за килограмм. А сколько он должен стоить осенью по золотому? Себестоимость этой картофеля очень дорогая, поэтому запланировано было посадить 4 гектара дополнительно картофеля. Не сумели купить семенного фонда. И в этом году ограничим тем, что как на уровне прошлого года. Прошлый год показал, что ленчане с удовольствием покупают именно местные овощи и ягоды. Жалко было только, что неожиданный заморозок теплолюбивые перцы, баклажаны и огурчики, что росли под открытым небом, уничтожил. Но это север, и ничего не поделаешь. Приходится рисковать. В команде хозяйства 5 человек, семья Юрия Федоровича. Работают с раннего утра до позднего вечера. Ведь день год кормит. Находят время и силы не только на овощную продукцию, но и цветы садят на продажу и для себя. Стараемся находить и на то, и на это, все, на все. Тяжело. В прошлом году хоть 4-5 человек было помощников иностранных рабочих сил, которые по патенту у меня работали, там зарабатывали. Но в этом году в связи с тем, что запрет на въезд иностранной рабочей силы в России практически прекращена, но стараемся сами, своими силами, и привлечь местное население. Но я смотрю, все равно у вас настроение хорошее, да? Ну а что думать, гадать или что-то, надеяться на что-то? Все равно будем работать, все равно будем выращивать. Так что ленчане могут быть уверены, что ленские арбузы и кукуруза на столах будут. Да еще и соседям-мирнинцам хватит. Торговать только Юрий М., как и другие крестьяне, будет, скорее всего, опять у дороги. Крестьянского рынка в Ленске так и нет.